Саматбек Алиев, делегат из Бишкека, на прошлом Курултае он поднимал 3 вопроса. Это создание мультфильмов на государственном языке, обеспечение пищевой безопасности и доступ к питьевой воде в жилмассиве Арча-Бишкек. На сегодня, по словам делегата, эти предложения выполнены на 70%. Что кыргыз мультфильмы деген бир приложение жасаңар деген сунуш болгон да. После того, как я оставил свое письмо с озвученными проблемами, мне был направлен ответ. В нем сообщили, что государство выделило 26 миллионов сомов для съемки мультфильмов. Замечаю, что на телеканалах уже начали выпускать кыргызскоязычные мультики. По поводу пищевой безопасности в Жогорку-Кенеше разрабатывается законопроект. На сегодня его утвердили в 4 комитетах. Кроме того, в Арча-Бишкеке была нехватка питьевой воды, и этот вопрос тоже решился. Работа по обеспечению питьевой водой юго-западной части Бишкека в этом году шла полным ходом. Для удовлетворения потребностей жителей таких жилмассивов, как Арча-Бишкек, Агоргу, Агордо и Селекция, были пробурены 5 скважин. В этом году были работы выполнены увеличению самого водозабора, то есть реконструкция была произведена водозабора Башкорасу. Из республиканского бюджета было выделено 150 миллионов. В связи с этим выполнены работы, проектно-сметные работы именно на водозаборе Башкорасу. И выполнено само бурение скважин, 5 скважин, обвязка скважин, строительством водоводов. На втором народном Курултае городским властям поступило более 80 вопросов и предложений. Из них на сегодня в полном объеме исполнены 33 вопроса, а оставшиеся 55 из озвученных проблем делегатов находятся на стадии решения. Это вопросы, социальные вопросы, например, это строительство детских садов, школ, ремонт дорог. Вот можно сказать, что в этом году со стороны мэрии было построено 9 новых детских садов, отремонтировано множество дорог, тротуаров. Это их, можно сказать, 52 объекта таких. Таким образом, Народный Курултай стал не просто совещательным органом. Здесь делегаты дают рекомендации по направлениям общественного развития, решению вопросов социально-экономического развития, по защите прав и свобод граждан, развитию гражданского общества и, конечно же, духовно-идеологическим вопросам. Собственно, по этим направлениям решаются годами нерешенные проблемы нашего общества. Ахмыр Нурдинова, Бекзат Машрапов, ЛТР Бишкек.